дорогие друзья! Мы сегодня в 13-й раз подводим итоги ежегодного всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». Хочу отметить, что буквально короткий отрезок времени назад у нас в Чеченской Республике не было никаких условий или инфраструктуры для того, чтобы проводить такие мероприятия. Но благодаря нашему первому президенту, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, нашему национальному лидеру Далгазу Булдуэльсону и в последующем благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову, сегодня мы можем проводить различные форматы и всероссийского уровня, и международного уровня у нас в столице Чеченской Республики. Поэтому от лица всех организаторов, участников нашего мероприятия хочу поблагодарить главу республики Рамзана Ахматовича Кадырова за постоянную помощь, содействие, за постоянную поддержку всему журналистскому сообществу Чеченской Республики. Желаю всем участникам удачи, успехов. Ахмат Сила, Аллаху Акбар. Добрый вечер, уважаемые гости, друзья. Позвольте мне зачитать приветственный адрес главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Дорогие друзья, приветствую участников и гостей радиофестиваля «Голос Кавказа» памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Далгазу Булдуэльсу. В этом году он проходит уже 13-й раз. Фестиваль, на который было подано более 500 заявок, объединил не только Кавказ, но и всю нашу страну. Важной задачей сегодняшнего дня является взаимодействие государства, общества и СМИ в целях обеспечения безопасности и устойчивого социального и экономического развития России. Роль СМИ в этом процессе велика, особенно после начала специальной военной операции. Как вы знаете, Запад ведет против России в том числе и информационную войну. Мы видели, какими подлыми и коварными методами они пользуются, когда на рубеже веков они попытались развязать на территории нашей страны военный конфликт. Эта массированная атака потерпела поражение благодаря политической воле президента России Владимира Владимировича Путина и личному подвигу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Уверен, что такой масштабный форум, как «Голос Кавказа», еще больше сплотит содружество мастеров радиоэфира деятельности на благо нашей Родины России. Поздравляю победителей фестиваля. Желаю всем успешной и плодотворной работы. Россия мощь, Ахмат сила, Аллаху Акбар. Указом главы Чеченской Республики награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Гайтукаев Адлан Алиевич. Почетной грамотой главы Чеченской Республики награждаются Баймурадов Расул Бувайсарович, Ларсанова Зарета Исаевна. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждается Хазбулатова Медина Рамзесовна. Дорогие друзья, а теперь мы переходим к церемонии награждения победителей «Голос Кавказа-2025». Первое место в номинации «Тематическая программа» заняла радиоработа «Путь чемпиона» Бувайсар Сайтиев. Автор материала Тавсултанова Мадина Вахидовна, корреспондент службы радиовещания ЧГТРК Грозный. Первое место в номинации «Ежедневная информационная программа» получает Власова Татьяна Владимировна, специальный корреспондент радиоканала Липецк ФМ, город Липецк. Дипломом за первое место в номинации «Утреннее шоу» награждается Хачмахов Нальби Арсенович, главный редактор радиоканала «Говорит Майкоп», Республика Адыгея. Дорогие друзья, вот и завершился 13-й Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» в памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. Ну а прямо сейчас мы даем старт 14-му Всероссийскому радиофестивалю «Голос Кавказа». А где мы увидимся в следующий раз, покажет время. Берегите себя и, конечно же, слушайте радио.